понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Доброе утро, Крым! Вы слушаете радио Крым Реалии. Меня зовут Максим Кошлев. Я рад приветствовать вас. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц. Ну, а у кого нет радио, слушайте и смотрите нас на сайте Крым Реалии. Напоминаю, мы в эфире по будням в 9:35 и в 19:30 для крымчан, ну или же в 8:35 и в 18:30 по киевскому времени. Тема дня. Нового главу Духовного управления мусульман Крыма избрали в Киеве. Муфтием мусульман Крыма, правда, на материковой части Украины, стал Айдер Рустамов. Вот как новый духовный лидер крымских мусульман будет работать за пределами полуострова и как отреагировали на эти новшества представители Духовного управления мусульман, работающего в Симферополе. Вот обо всем об этом сегодня поговорим с главой Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым. И я надеюсь, что получится с самим новым муфтием Айдером Рустамовым. А для начала предлагаю послушать репортаж моих коллег. Репортаж. С экранов телевизоров муфтий Крыма Эмирали Аблаев призывает соотечественников к милосердию. Каждый народ, каждый человек, в первую очередь, он должен знать, для чего он сослан в этот мир. Мы прекрасно знаем, Коран и пророк Мухаммед, саллиллаху алейхи вассалям, сослан для всего человечества. У крымских татар есть вопросы к самому муфтию. В прошлом году лидер Меджлиса Рифат Чубаров требовал отреагировать на массовые аресты мусульман в Крыму. Муфтий, который был избран, должен сказать свое слово в защиту десятков и десятков мусульман, которые репрессируются оккупационной властью. Муфтий молчит, чтобы он объяснил мусульманам причины тех несчастий, которые каждый день сыплются им на головы. Осенью этого года координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов обвинил муфтия Крыма в доносительстве на крымских татар. Об этом он написал в Фейсбуке. О массовых преследованиях коренного народа на полуострове постоянно заявляют правозащитники. В октябре этого года заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов, выступая на конференции ОБСЕ в Варшаве, рассказывал об успехах, которых добились после аннексии Крыма. Среди них регистрация новых общин и открытие мечетей. Духовное управление мусульман Крыма создают в Киеве. Этот муфтият будет способствовать объединению крымских татар, говорит телеканалу АТР новоизбранный муфтий духовного объединения Айдер Рустамов. Данное управление необходимо для того, чтобы ответить на стоящие вызовы перед нашим народом, крымско-татарским народом, перед мусульманами. Один из первых вызовов – это оккупация Крыма, притеснение мусульман. Мусульман притесняют, сажают в тюрьмы. На создание Думка отреагировали в Крыму. Депутат Госдумы России Руслан Бальбек назвал организацию ненастоящей. Не имеет ни приходов, ни мечетей, никакой связи с духовным пространством полуострова. На материковой части Украины сейчас проживает от 15 до 25 тысяч крымских татар, покинувших полуостров после аннексии. Оксана Давыдова для Крым Реалии. Репортаж. Ну, я напоминаю, что вы слушаете радио Крым Реалии. Говорим сегодня о создании Духовного управления мусульман Крыма на материковой части Украины. На это явление и на появление нового муфтия мусульман Крыма уже отреагировал Саид Исмагилов, глава Духовного управления мусульман Украины. Точка зрения. Ситуация достаточно курьезна. Дело в том, что Духовное управление мусульман Крыма, где фактически сейчас она в полном составе, со всеми духовными деятелями, со всеми мечетями, инфраструктурой, абсолютно со всем, зарегистрирована в России как Духовное управление Крыма и Севастополя. Так вот это Духовное управление мусульман Крыма, оно продолжает быть официально зарегистрировано в нашей стране. Его никто не снимал с регистрации. Это совершенно законная, зарегистрированная в Украине организация. И поэтому у верующих часто возникает вопрос,
вопрос, как же существует одно и то же духовное управление в рамках законодательства Украины и в рамках законодательства России? Почему там за то, что перешли на российскую сторону, не лишают регистрации? Поэтому здесь вопрос действительно очень непростой и интересный. Я не знаю, как этот весь вопрос будет решаться. Дело в том, что это регистрирующие государственные органы должны это решать. Но никакого решения не присутствует. При этом те мусульманские общины крымских татар, которые остались на неоккупированной части Украины, это и в Херсонской области, это и в Киеве, и в Мелитополе, и в других городах, как бы сейчас они оторваны от Крыма, и они не желают подчиняться духовным руководителям, которые перешли на сторону России. И здесь постоянно и поднимается вопрос, нужен ли нам в Украине какой-то свой отдельно крымско-татарский духовный лидер. В Украине присутствует религиозная свобода, и любая национальная религиозная группа имеет право избрать своего религиозного муфтия. Это совершенно соответствует Конституции, законам. Поэтому, если крымско-татарские мусульмане захотят иметь своего духовного лидера в Украине, они имеют полное на это право. Точка зрения. Ну и с нами на связи лидер Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат ага, доброе утро. Доброе утро. Рифат ага, вот все-таки вопрос создания на материковой части Украины и Совета улемов и избрания нового главы Духовного управления мусульман Крыма, муфтия Бальбек вот говорит, что это сугубо политический вопрос. Мы понимаем, что, ну, как бы политический аспект в этом есть аспект, и я так понимаю, из того, что говорил Саид Исмагилов, как бы так, административный, да, что все-таки, согласно законам Украины, существует ДУМК в украинском правовом поле. Все-таки почему назрела такая необходимость создать духовное управление мусульман Крыма на материковой части Украины? Прежде всего, ответить на ваш вопрос, позвольте мне немножко отреагировать на ряд утверждений, которые я сейчас слушаю в вашей передаче. Прежде всего, нет такого явления, как депутат Государственной Думы Руслан Бальбек. Есть незаконно присвоенные себе полномочия лица на территории временно оккупированного Крыма. Нет такого понятия, как российская власть в Крыму. Нет много других утверждений. Я хотел бы, чтобы мы были очень тщательны тогда, когда говорим о ситуации в Крыму, и мы все это рассматривали через призму оккупированности Крыма Российской Федерацией. И тогда у нас очень многие представления, они приобретут системность. Теперь то, что касается вашего вопроса, разумеется, значительная часть мусульман Крыма, вынужденные покинуть Крым после его оккупации Российской Федерацией, а также часть мусульман, проживавших на территории материковой Украины, проживавших и проживающих, и которые ранее через своей мусульманской общины были под опекой Духовного управления мусульман Крыма. Вот эти части мусульман после оккупации Крыма, они почувствовали необходимость взаимодействия между собой, координации своей деятельности. На съезде мусульман Крыма, проживающих сейчас на материковой части территории, присутствовали представители или избранные делегаты от 14 мусульманских организаций. Большая часть из них были созданы уже после оккупации Крыма Российской Федерацией, и теперь на подходе еще есть несколько мусульманских общин. И вполне логично то, что эти общины приняли решение организоваться в рамках единого духовного управления. Я присутствовал на съезде как председатель Меджлиса крымско-татарского народа. Мы поддержали эту инициативу, и мы видели, что главное стремление всех тех людей, которые собрались для учреждения духовного управления мусульман Крыма, у них главная задача — это возвращение на свою родину и объединение всех тех людей, которые были вынуждены выехать из Крыма после его оккупации, и, разумеется, с целостным своим народом
народом, который продолжает жить на своей родине. Скажите, а получится вообще, ну, насколько эффективно получится защищать интересы крымских мусульман, находясь не в Крыму? Я думаю, что очень многие из нас продолжают защищать интересы Крыма, крымских мусульман, граждан Украины, которые живут в Крыму. Будет получаться ровно в такой мере, насколько мы все будем прилагать свои усилия. Разумеется, в значительной части аспектов, связанных с защитой прав человека, это у нас будет получаться, поскольку мы живем в свободной стране, и мы свободны в общении со всем цивилизованным миром. Я хотел бы сказать о том, что, собственно, само представление о том, что можно жить на территории гетто и защищать узников этого гетто, оно само по себе является просто каким-то уродливым представлением. Сегодня, находясь, будь то на оккупированной части украинской территории, оккупированной Россией, или находясь, собственно, на материковой части самой России, нельзя защищать права человека. И очень многие защищают права, будь то граждан, собственно, самой России, или граждан Украины, которые живут в условиях оккупационной власти, намного лучше защищают, находясь за пределами возможностей российской оккупационной власти. Я вас понял. Скажите, такой вопрос. Ну вот фактически до начала осени еще, да, тот же самый Эмирали Аблаев, это руководитель того духовного управления, которое в Симферополе находится, да, которое, в принципе, ну, сейчас по украинским нормам как бы нелегитимно получается. Он оставался еще членом Меджлиса, да, но позже был исключен, ну или приостановлено членство, я не уверен, как правильно процессуально это называлось, действие. За что и почему? То есть была надежда, что все-таки он будет представлять интересы крымских мусульман, что он будет способен защищать их? Вы знаете, мы очень последовательны в своих действиях, и, разумеется, будучи членами единого народа, крымско-татарского, народа, который имеет очень сложную, трагическую историю в новейшей истории, народ, который с таким трудом 50 лет возвращался на свою родину, мы каждый чувствуем ответственность как за своих близких, так и за целостный народ. Каждый, я уверяю в этом. И поэтому наши решения, которые мы принимаем, они, как правило, становятся возможными тогда, когда мы исчерпываем все возможности. Но мы никогда не притворяемся двуликих людей. Я хотел бы провести пример. Вы, наверное, знаете о том, что на различного рода совещания в рамках Украинской православной церкви Московского патриархата сюда, на территорию Киева, часто приезжает и патриарх Крымский Лазарь. Человек, с которым я был очень хорошо... митрополит, извините, митрополит Крымский. Человек, с которым я был хорошо знаком, с которым мы много говорили о Крыме, имеется в виду до оккупации. И вот в этой ситуации, когда с одной стороны человек освещает военные знамена российских оккупационных войск, человек, который поддерживает и приветствует российскую оккупацию, и он приезжает свободно в столицу независимой Украины, и он решает судьбы Украинской православной церкви, вот для нас, для крымских татар, для крымских мусульман такое поведение недопустимо. Поэтому мы, когда исчерпали все возможности, скажем так, наставления некоторых наших людей, мы тогда с ними прекратили хоть какое всякое взаимодействие. Спасибо большое. Я напоминаю, что это с нами на связи был лидер Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Говорим мы об избрании духовного управления мусульман Крыма на материковой части Украины, ну и, соответственно, муфтия. Мы с ним сейчас поговорим, он уже с нами на телефонной связи, но предлагаю для начала вместе с ним как раз-таки услышать позицию духовного управления, ну, давайте назовем его симферопольского, да, духовного управления, которое, ну, вполне понятно, не хочет признавать создание духовного управления мусульман Крыма на материке. Вот что сказал
по этому поводу заместитель Эмирали Аблаева Айдер Исмаилов. Предлагаю послушать его комментарий короткий. Мнение. Муфти, который избран за пределами территории, который не имеет связи с Крымом, с мусульманами Крыма, ни духовной, ни какой-либо другой, не может именоваться муфтием Крыма, а тем более не избирался мусульманами Крыма. Мусульмане Крыма живут здесь, на своей родине. Мнение. И Айдер Рустамов, новый муфтий мусульман Крыма, глава Духовного управления мусульман Крыма на материковой части Украины. Айдер Рустамов с нами на связи. Айдер, доброе утро. Доброе утро. Скажите, вот позиция Симферопольского духовного управления в отношении вас, она вам, ну, она ожидаема была? Ну, вполне, да. Скажите, но тем не менее, чем вы, вот как муфтий мусульман Крыма, да, займетесь в первую очередь, каким аспектом уделите внимание и как вы сможете представлять интересы крымских мусульман, да, ну в основном это крымские татары, находясь на материковой части Украины? В первую очередь мы, конечно, будем уделять внимание защите прав человека и религиозных свобод. Это первое. Ну, также мы видим в своих целях это консолидацию, укрепление, развитие мусульманских общин крымских татар Украины. Также мы будем заниматься просвещением, содействием развитию исламской культуры. Также мы намерены заниматься образовательными программами, воспитывать молодежь именно в вопросах соблюдения исламских традиций, исламской крымско-татарской культуры. Ну скажите, вот заместитель Аблаева, да, говорит, что, дескать, якобы мусульмане не избирали, ну, крымские мусульмане не избирали это духовное управление мусульман Крыма. В то же время Рифат Чубаров говорит, что, ну, как бы были представители там 1,5 десятков религиозных общин, которые, ну, сейчас кто-то вынужден, а кто-то изначально были, ну, существовали на материке. Насколько большая поддержка, да, насколько большая умма стоит за вами? Поддержка большая. В этом нет сомнения, потому что поздравляют, пишут всеми возможными способами, желают благ, успеха, в том числе из Крыма. В том числе из Крыма. А вот насколько, насколько сильная вообще поддержка, я имею в виду не на официальном уровне, понятное дело, что на официальном уровне не будет из Крыма поддержки, а вот поддержка непосредственно от самих мусульман? От самих мусульман здесь, на материковой части Украины? Нет, я имею в виду из Крыма, из Крыма. Что люди говорят, что пишут? Чем недовольны, может быть, в Крыму и чего ждут от вас? Люди желают благ, успеха. Чем они недовольны? Тем, что попираются их права, тем, что их там притесняют, тем, что там стало невозможно просто свободно жить, там нету свободной жизни. Там нельзя сказать, все запуганы. И что вы можете дать как духовный лидер теперь уже крымских мусульман? Ваша работа будет больше на международном уровне, может быть, то есть поднимать и озвучивать эти вопросы? Или же все-таки в Украине вы будете этим больше заниматься? Мы будем заниматься этим в меру своих сил и возможностей. То есть чем мы сможем заниматься? Если нам будет представлена возможность говорить об этом на международной арене, мы будем говорить об этом на международной арене. Но в том числе мы будем заниматься какими-то практическими вещами. То есть есть необходимость помогать, мы будем пытаться создавать механизмы помощи какие-то. Но опять же, настолько, насколько это возможно. Работы, конечно, не паханое поле. Работать надо очень много. Нет ли такого опасения, что, ну вот как сейчас достаточно распространенная практика в Крыму, преследование мусульман, обвинение их в приверженности к каким-то течениям, запрещенным в России, нет ли опасений таких, что
тех мусульман или те общины, которые, может быть, будут с вами контактировать, что на них тоже будет оказываться давление? Такие опасения всегда существуют, но поэтому люди пишут, значит, в личку, значит, не пишут официально и так далее, а те, кто пишут, делают это, не делают этого открыто. Это вполне естественно. То есть люди опасаются все-таки, да, присутствует такой аспект в Крыму? Ну, безусловно, конечно. Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был новый муфтий Духовного управления мусульман Крыма, избранного на материке. Напомню, что в его избрании участвовали больше 40 делегатов от 14 различных религиозных общин исламских, которые существуют на материковой части Украины. И вот назрела такая необходимость после того, как, в принципе, то духовное управление мусульман Крыма, которое существовало в Симферополе многие годы, скажем так, не оправдало надежд, в том числе и Меджлиса крымско-татарского народа. Глава этого духовного управления Эмир Али Аблаев его членство в Меджлисе было приостановлено. Напомню, что ранее возникал скандал, по крайней мере, Ленур Ислямов, активист гражданской блокады Крыма, заявлял о том, что, и даже выкладывал какие-то сканы документов, что якобы от имени муфтия писались доносы в ФСБ. Правда, сам муфтият, естественно, заявлял, что это факты не проверены. Но если вы что-то упустили, то слушайте и читайте Крым Реалии на нашем сайте. Также у нас есть аккаунты в других соцсетях. Ну, а я напоминаю, что это было радио Крым Реалии. Наша вечерняя программа выйдет в Крыму, как обычно, в 19:30 или в 18:30 по киевскому времени. Утренние же эфиры, напоминаю, выходят по будням в Крыму в 9:35 или в 8:35 по киевскому времени. Встретимся, как обычно, на средних волнах и онлайн на нашем сайте. С вами был Максим Кошелев. Услышимся.